нужна наука? Кто-нибудь интересуется наукой? Конечно, любое развивающееся государство, ему обязательно нужна наука, научные сотрудники. Прогресс. Нужна. Везде нужна. Не только в маленькой Абхазии. Для чего нужна наука, как думаете? Вот зачем она Надо нужна? грамотно писать, грамотно выражать свои мысли, общаться с людьми. Мы сейчас привыкли все в телефонах, да, сидеть, там с ошибками писать, или Т9 там за тебя исправляет, да. А когда вот так общение такое, да, это, в принципе, я думаю, что очень надо. Вот можно прокормиться наукой? Я не могу вам это ответить на этот вопрос. Вы тренер, мне кажется. А вот в Да. спорте нужна наука? Обязательно. Вот вы тренер. Вы смотрите, шахматы видели шахматы, да? Там люди ход делают, да? И какое-то время берут на раздумье, да? Не всегда быстрый ход идет. А вот в футболе, например, надо быстро принимать решения, да? То есть за доли секунды. То есть голова должна работать намного быстрее, да? Поэтому наука обязательно нужна в спорте, в любом виде спорта. Здравствуйте, Валерий. Спасибо, что согласились на интервью. Тема нашей сегодняшней беседы – это значение, роль науки вообще в абхазском обществе, насколько востребована наука, какова ее перспектива здесь в стране. Вы человек, который решил посвятить себя науке, занимается наукой уже. И я знаю, что вы планируете кандидатскую тоже написать, да, по теме. Давайте подробнее об этом поговорим. Почему все-таки у вас это желание возникло в обществе, где наука не популярна? Трудно сказать, просто так сложились, наверное, обстоятельства, потому что меня это все время интересовало, то есть я как-то биомедициной занимаюсь фактически, да, вот область моих основных каких-то интересов – это вот биомедицина, и меня это интересовало, и я себя как-то в других областях особо и не видел, то есть если посмотреть на все факультеты АГУ и на все специальности, которые там дают, просто как бы вот вычеркиванием того, что мне больше не нравится, осталось вот то, что мне в большей мере подходит. И туда я пошел. И просто меня всегда интересовала медицина, биология и вот исследовательские какие-то моменты, потому что заниматься наукой – это, наверное, в первую очередь из интереса. Как сказал один профессор, который у нас был, если ты занимаешься наукой, если ты посвящаешь свою жизнь науке, там две причины. Либо тебе это безумно нравится исследовать, либо ты любишь со злорадством говорить своим коллегам: а вот, я же говорил, вот это вот так, а не вот так. То есть... У некоторых вот откуда возникает такой интерес? Либо учитель заинтересовал, либо в семье как-то так было заложено. И вы закончили сельскую школу, да? Я учился первые 4 класса в сельской школе, потом переехал в Афон, там учился еще 4 года, потом опять вернулся в эту сельскую школу. Сейчас сельское образование, давайте прямо будем говорить, оно сильно отстает от уровня, да, в городских школах. Не могу сказать за все села, потому что все-таки, наверное, под одну гребенку всех грести нельзя. Я, то есть не был во всех селах, не могу ничего сказать. Но, скорее всего, основная часть сел, конечно, проседает по естественным наукам, потому что они считаются населением, они такими нужными, такими необходимыми и как бы второстепенными. У нас вообще культура... Дело в том, что наука и образование начинаются так, как исходят из культуры, и как бы культура исходит потом из науки и образования. То есть такой замыкающийся цикл. Если у вас культура ориентирована на то, чтобы выжить и получить доход, или стать весомым каким-то человеком, там, депутатом или что-то в этом роде, у вас будет соответствующий сдвиг в интересах родителей, соответственно, интересах детей. Потому что в первую очередь интересы детей, точнее то, что они выберут, закладываются родителями. По крайней мере у нас, потому что альтернативное мнение учителя, либо альтернативное мнение самого ребенка не формируется, потому что у него должно сформироваться вообще способность делать какое-то мнение, свое иметь и какое-то это мнение отстаивать и его аргументировать. И развитием этого механизма навыка особо никто не занимается. И поэтому у нас там миллиард экономистов, миллиард юристов, ничего против них не имеют. Это очень важная история, особенно это государствообразующие профессии, но тогда, когда экономисты и юристы являются высококлассными специалистами. Вы как оцениваете
все-таки значение и то, какое внимание этому государство уделяет? Там два основных момента. Это финансирование, которое исходит от государства, и второе – приток кадров, квалифицированных кадров. Это уже как бы обучение в высшем учебном заведении, обучение в среднем. И вот мы уткнулись в это образование, которое ни шатка, ни валка идет. И, соответственно, у нас институты, они существуют, они что-то там делают, это хорошо. Приоритетом также считаются биологические направления, медицинские направления, но они, опять-таки, испытывают проблемы с финансированием и с кадрами. И это нужно как-то, наверное, системно решать, и, точнее, нужно ли это решать, это нужно как бы госаппарату объяснить, нужно это или не нужно. Если нужно, то насколько и что из этого исходит, какая польза от развития этого института или этого института. Или не института как здания, как учреждения, а института как некоторой такой социальной структуры. Вот вы свое будущее, допустим, с биологией, химией связываете, да, с наукой связываете, но дальше куда? На самом деле у нас много ученых, которые абхазцы, и они сейчас работают в России, они работают за рубежом, даже за дальним рубежом. И это значит то, что у нас как бы такие люди существуют, они как бы у нас рождаются, они у нас развиваются, но не уезжают, потому что у них здесь нет никаких перспектив. Мне моя учительница, преподаватель, мой репетитор по химии, жалуется всегда, что вот за всю ее практику не было ученика, который вот искренне интересовался бы химией и ушел бы потом в химию. Но в итоге мы с ней пришли к выводу, что как бы, вот смысл ему уходить в химию, если он, точнее, он не выберет эту профессию, потому что он не видит в ней ничего. То есть не химия как преподаватель в школе, а химия как именно ученый, занимающийся развитием, да, этого всего дела. И что он не видит перспектив, соответственно, ребенок туда не пойдет. Соответственно, родители его туда не пустят. То есть развивать науку смысла нет, получается. К чему нам вообще готовиться? Вот учитывая то, что сейчас происходит в стране, то, что это очень в хороший школах вопрос. не хватает учителей, в некоторых школах вообще не преподают такие предметы, как география, химия. Вот потихоньку исчезает вот это поколение, которое обучает. Что нас ждет дальше? Это очень хороший вопрос. Дело в том, что такая история, как наука, образование, технологии, это вот триада, связанная друг с другом и взаимоукрепляющая. То есть одно исходит из другого и так далее. И это вот триада, которая закладывает фундамент для любого развитого общества или развивающегося общества, для любого государства, которое маломальски стремится к фактическому суверенитету, а не юридическому там, на бумаге. То есть, чтобы не быть сателлитом, вам нужно иметь собственное мнение, которое формируется именно на уровне науки. В принципе, наука – это тот авангард, это вот тот судья, который… Академия – это судья, которая регулирует все вопросы, такие бытовые, как здравоохранение, допустим. То есть у вас в идеале институты, например, в Российской Федерации, которые занимаются медицинским направлением, да, медицинскими исследованиями, это вот такие камертоны, которые регулируют деятельность системы здравоохранения в том плане, что привносят что-то новое, убирают что-то старое, рекомендуют что-то то, и Минздрав к этому прислушивается с тем или иным успехом. И то есть это авангард и нечто развивающее. Это нечто, обеспечивающее суверенитет определенный. И это нечто, что повышает ценность государства в глазах других государств. То есть в банановых республиках нет особой науки. И, в принципе, одна из черт, которая отличает банановую республику от нормальной, это наличие мнения в форме своей науки. Это не просто наука, там где-то оторванная от общества, от реальности, это наука, которая напрямую связана с нашим суверенитетом. Но если мы не хотим жить в средних веках, то наука – это то, что нужно развивать, что нужно укреплять, и это один из инструментов, который развивает общество. И еще у нас проблема в чем? У нас проблема в том, что в культуре у населения должен быть какой-то ориентир, какие-то вот ценностные системы.
Если у вас вверху этой системы не стоит что-то, то есть такое типа науки, либо типа государства образования, либо чего-то, либо просто образования, чего-то такого, что на самом деле имеет большой социальный вес, то это замещается чем-то другим. То есть это место пусто не бывает. И у вас ориентиром для молодого поколения будет не развитие общества, и не развитие государства, и не развитие науки, технологий, медицины то же самое. У вас будет что-нибудь типа уклона в криминальный мир. Технологии, наука, образование. Мы же постоянно слышим, что надо экономику развивать, собственно, что нет производства рабочих мест. И многим кажется, что наука, она где-то отдельно существует, и это все тоже, вот экономика отдельно, наука отдельно, общество отдельно. Но это же все тоже взаимосвязанные вещи, да, без развития науки. Вот тоже сельское хозяйство, давайте возьмем. Мы больше про медицину вы рассказываете, да, про свою сферу, но сельское хозяйство без науки сейчас сложно представить. Да, те же теплицы, это все должно быть подкреплено какими-то научными знаниями. Если с точки зрения экономики, то, вот, например, сельское хозяйство, да, наука в сельском хозяйстве – это поиск путей по оптимизации производства, то есть минимизация расходов с повышением выхода, пользы, соответственно, какой-то и, соответственно, выгоды. Это Люди не понимают, что вот это все зависит от науки. Вот все, что у нас в стране происходит внутри, насколько оно будет развиваться, тоже зависит от науки. Не вкладывая в образование, в технологии, в науку. Чтобы они это понимали, у вас должно быть образование, которое им это объяснит, что такое наука на самом деле. То есть это не сидеть где-то там в зачуханной лаборатории, что-то там капать во что-то. Это для государства и для общества наука – это инструмент развития, инструмент стабильности и инструмент самодостаточности. Я все-таки опять вернусь в систему здравоохранения и скажу, например, ковида не буду сейчас касаться, но просто скажу, вот был... Ну почему нет? Кстати, ковид показал все... Нет, во внутренние аспекты ковида не буду вникать, просто скажу, был ковид, да, была определенная реакция, значит, международных медицинских структур, там, ВОЗа, рекомендации отдельных Минздравов, отдельных государств, отдельных медицинских сообществ. Да, а мы как бы работаем по лекалам российского Минздрава, либо по каким-то рекомендациям ВОЗ. Нет у нас человека, точнее, это один человек не сделает. У нас нету сообщества людей, специалистов, врачей и специалистов биомедицины, которые бы агрегировали всю эту первичную информацию, самую свежую, из надежных источников международных, из журналов тех же самых, и которые активно как бы регулировали вот этот процесс там, в лечении, в диагностике, в эпидемиологических каких-то особенностях. И в итоге у нас получается так, что как бы мы зависим от рекомендаций Минздрава Российской Федерации. Но вы все-таки попытались исправить ситуацию, свою лепту внесли благодаря вот проекту, который вы организовали для детей. Я проект «Осхор» имею в виду. Вот давайте о нем поговорим подробнее. Почему вот сама идея именно среди детей, почему вы считаете, что это важный и нужный был проект? Это промежуточный только результат, конечно. Ну да, довольны в определенной мере, потому что нашей целью, в принципе, было каким-то новым путем заинтересовать за программу минимум, заинтересовать детей химией, биологией, вот этими физическими экспериментами, медицинскими какими-то, биомедицинскими моментами. Ну, нестандартный был подход. Да, Мне кажется, в чем нестандартный? Просто... Дети отвыкли. Я помню, в наше время еще мы застали какие-то лабораторные вещи в школах, но сейчас эта вся система, она... Там многого не надо, там нужна наглядность, потому что сейчас дети привыкли нынешние видеть все как бы наглядно, им нужно немножко популярно вначале объяснить, очень популярно иногда. Иногда просто на уровне, вот посмотрите, типа там взорвался водород в кислороде, ну, или там изменился цвет, или что-то там горит каким-то другим цветом, что-то такое. А потом дальше чуть-чуть добавить в это какую-то теоретическую лепту. Значит, и попытаться получить от них обратную связь в форме их мнений.
так не получается? Вот детям интересно, я могу сказать, как родитель теперь ребенка, который в этом проекте участвовал. Основным двигателем нашего проекта был энтузиазм, желание что-то сделать, найти какой-то, возможно, другой способ преподавания, а не отстаивать свой какой-то способ, который у тебя есть. Вот я, например, пришел к выводу, что некоторые моменты были лишними у меня. Я сейчас подрабатываю другой вариант плана, по которому чуть по-другому буду преподносить этот предмет свой, там, химию, допустим. То есть это постоянное развитие и в сторону того, чтобы увеличить свою эффективность. А это энтузиазм, это за 3 копейки, которые ты получаешь в школе, только на этом ты не будешь этого делать и не будешь даже на хорошей зарплате этого делать, если у тебя просто нет желания. То есть если ты пришел случайно... Не только вопрос денег получается. Не только вопрос денег. В первую очередь это вопрос желания, энтузиазма. Во вторую очередь это компетенции вопрос. Потому что если ты сам особо не разбираешься, то ты не сможешь ничего им преподать. Это, в принципе, много особого не надо. Базовые какие-то вещи нужно понимать. И дальше, в рамках школьной программы, дальше ты уже наращиваешь, пользуясь какими-то своими научными инструментами, типа критического мышления, умением работать с информацией. Этого, в принципе, достаточно. В первую очередь, желание нужно. Ну что вы по детям увидели, по участникам проекта? Мы увидели выход, да, одна из задач была реализована, мы их заинтересовали. Причем разных детей заинтересовало разные, это очень круто, потому что разнообразие – это всегда залог развития. Однообразие – это всегда ущербная история. И некоторых там заинтересовали взрывы, некоторых поджог спирта из этой колбы, нагретый спирт, который пахнул. Да. Других заинтересовала какая-то генетическая вещь, выделение ДНК из каких-то фруктов и овощей их заинтересовало. Других детей заинтересовала анатомия, третьих клетка заинтересовала. Они смотрели под микроскопом клетки, и различные процессы, которые происходят с клетками. Их это заинтересовало. То есть у них у всех разные наклонности, разные интересы, у них у всех разные критерии интересности. И это нужно поощрять. Чем у вас разнообразнее контингент детей, тем больше спектр, который они в итоге покроют, если будут по этому пути развиваться. А значит, у вас более-менее самодостаточный какой-то социум получается, который и здесь успел, и там успел, и здесь что-то есть, и вот живут более-менее хорошо. Вот если в масштабах государства посмотреть, может позволить себе Минпрос, допустим, в школах? Я думаю, что можно для Минпроса разработать отдельные программы, которые не будут требовать больших финансовых затрат, в то же время обеспечить наглядность, то есть это первично, чтобы они заинтересовались, а потом их там можно уже грузить теорию так нехило, чтобы они дальше в это вникали. На каждую эту историю вам нужны химические реактивы, то есть вам нужно оборудовать химическую лабораторию от и до. И это невозможно у нас, к сожалению, во всех школах сделать, еще и потому, что у нас нет специалистов часто, которые могли бы с этим делом работать. За 5 лет вы не построите новое образование, вы не улучшите существенную науку, это будет длиться 20, 30, 40 лет. Все, что сейчас происходит, за исключением политики, это все упирается в развитость науки. Я опять повторюсь, нет науки, нет у вас собственного мнения, значит, вам его будут навязывать. То есть у нас в проекте это 2 модуля. Первое – работа с детьми, второе – научно-популярная работа, выступления ученых, мы еще планировали различные квесты и так далее и тому подобное, но, к сожалению, ковидные эти обстоятельства чуть изменили наш проект. То есть первичные задачи 2. Первое – чуть-чуть увеличить или начать улучшать образование, даже элементарными вещами типа этого наглядного материала добавить. И второе – это начать строить какую-никакую, но культуру научную. Потому что у нас проблема еще в чем? У нас эти ученые, они это там маленькая когорта, здесь маленькая когорта. И какое-то взаимодействие у них особого не происходит. И взаимодействия у них в основном формализованные. То есть нет, например, как здесь. Пришел, поговорил с одним, с другим, с третьим, за чашечкой кофе вы обсудили
молекулярные механизмы изменения конформации шипикового белка того же коронавируса. Вот не с кем. Не с кем. Делать, как вот изменить ситуацию, как переломить? Надо просто начать и делать с маленького. Например, по химии в школе не требуется, как я уже сказал, большой набор реактивов. Достаточно элементарных. Иногда просто можно на бытовых вещах, тем более в селе, когда у тебя бытовая вещь – это медный купорос. Закинул даже железный гвоздь, у тебя уже какая-то там химия происходит. Взял медный купорос, смешал с солью, закинул туда алюминий, у тебя водород пошел, который ты взял, поджег, это все рвануло. Ну, конечно, надо бы еще с глазами остаться и с руками. Вот вам как-то повезло, можно сказать. Вот есть же в районах, есть в школах, где нет вообще ни предмета, ни возможности вообще подумать о каких-то вот таких вещах. Вот дети не проходят географию, где-то не проходят физику. Может, там талантливый ребенок, который мог бы быть... Аида Георгиевна, кстати, Ладари говорила о том, что вот они когда распространяли вот эти наборчики химические. Вот в одной из школ был какой-то вот парень, который что-то вот его по жизни не в ту сторону склонило. Но в итоге, когда он начал экспериментировать, в итоге из него вырос химик, он пошел химией заниматься. Дети просто не понимают, что такое наука. Дети не понимают, что такое химия. У них извращенное представление, что химия – это вот этот лаборант, который он там сидит, что-то куда-то капает. Неинтересно. Что он будет за копеечную работу остаток жизни существовать, именно существовать, не жить, а существовать. И ничего в этом толкового нету. И он не знает, насколько это интересно ли вообще. Он не знает, что это ему даст, и вообще какие пути для реализации этой цели существуют. Да, вот, ну, понятно, что все сферы нашей жизнедеятельности, государства, все это связано с тем, вот с наукой. Мы уже с вами говорили и про суверенитет, и про отрасли экономики. Но что сейчас больше всего страдает, на ваш взгляд, из-за того, что у нас не развивается наука? Качество жизни, потому что страдает образование, страдает медицина, в первую очередь. Значит, развитость, уровень развитости технологий каких-то. Экономическая отрасль тоже страдает. Дело в том, что еще и право, в принципе, страдает в определенной мере, потому что наука – это не только естественные науки, это еще и гуманитарные науки. Право, юриспруденция, которая тоже должна быть мощной. И здесь вроде бы нету проблем особых в кадрах. Здесь есть проблема в том, что вот эта культура юриспруденции и права у нас не интегрирована в общество. Наверное, с авторитета учителя в первую очередь. Потому что основа основ закладывается все-таки в школе. Ну, вы меня извините, да, конечно. Но вы меня извините, если никто не заявляет ни о чем, что касается науки на госуровне, у вас и исчезнет интерес к этой науке. Вы забудете, что она вообще существует. Это как называется, у Оруэлла. Постоянная пропаганда, постоянное преподнесение какой-то информации вытесняет другую информацию, которую вам не преподносят, и вы уже вот в рамках этого мыслите. Но вопрос ли только денег решит эту проблему? Должна быть определенная коллегиальность, коллегиальные какие-то принципы, критерии, которые заставят конкретного человека подчиниться вот этому общей тенденции какой-то. То есть у вас есть группа людей, которые исповедуют, грубо говоря, общие ценности. Эти ценности как бы вытесняют вопрос коррупции. Условно там, допустим, да? Или там жажды наживы денег. Значит, и, соответственно, вот это общество будет давлеть над каждым отдельным членом этого общества, и как бы нет прививать ему, склонять его к тому, чтобы он чаще, например, в школе, допустим, делал эксперименты, чаще что-то такое интерактивное проводил, потому что у нас нет этой коллегиальности в обществе преподавателей. Они говорят о том, что денег что-то вот задержали зарплату, или что вот дети какие-то вот не те пошли, не те дети пошли. Да, или что-то вот такого рода. То есть о том, чтобы что-то там улучшить или найти какой-то вариант чисто профессионально. У тебя вызов, вот у тебя что-то не получается.
Если ты человек, который хочет качественно делать свою работу, у тебя что-то не получается, это вызов для тебя, который должен пересилить и сделать вот это вот, найти способ это воплотить. Вот в вашем случае дальше каким вы свое будущее видите? Вот Не знаю, честно говоря, мои планы зависят от слишком большого количества факторов, как и местных, так и не очень местных. Но меня вот одно дело, что интересует наука, другое дело, как вы могли уже понять, интересует образование, и третье – здравоохранение. Именно клинико-лабораторная диагностика и организация здравоохранения, вот эти вот вопросы. В принципе, как и организация образования тоже, наверное, меня интересует. Ну, посмотрим, как жизнь сложится. Но науку так или иначе видите свое забрасывать нельзя. будущее здесь? В Абхазии? Если да, пожалуй, да. Ну, пожалуй, здесь я и это будущее и вижу. Потому что мне хочется что-то подправить, что-то улучшить, если я не тот человек, который думает, что что-то улучшает, на самом деле что-то ухудшает. Если это не тот случай, то мне хочется что-то вот изменить, чуть улучшить обстоятельства или вот качество повысить, внести свою лепту в работу системы. Но мне интересно, люди же думают всегда, когда что-то, да, о будущем, как бы больше заработать. У нас сейчас так общество устроено, что мы все всегда думаем, как нам дальше прожить, как заработать больше, как там накопить что-то. Вот наука – это не та сфера, где можно много заработать, по крайней мере, в Абхазии. Почему я не думаю? Я думаю о заработке. Ну, а можно с помощью науки? Но я просто нахожу гибридные решения этой проблемы. Ну, то есть я не могу существовать на энергии какого-то космоса и, значит, нести свет куда-то. Нет. Я думаю, конечно, о заработке. Я нахожу какие-то гибридные решения, потому что я думаю, что, в принципе, если вопрос не о том, чтобы увеличить все эти зарплаты, все эти ставки по государственной программе, то это вопрос в том, чтобы находить какие-то гибридные решения, которые позволят человеку заниматься и этим, и в то же время себя когда содержать. Конечно, государство должно этим озаботиться, тем, чтобы у ученого не стоял вопрос, что поесть. То есть он должен заниматься этой наукой и как бы это продвигать, но это сейчас мы об этом даже, наверное, говорить пока не можем. Сейчас у нас первичная задача начать внедрять культуру научного знания и культуру уважения к образованию. Обобщите, если на все, что мы успели обсудить, все-таки как это переломить ситуацию? Вам нужны идейные люди, это раз. Два. Вам нужно начинать работать с восприятием общества, вот этой вашей темы, которую вы хотите внести в массы. То есть, массу. как у Оруэлла, вот такой туннель создаем, но уже туннель, который... Да, вы просто конкурентно вносите в общую повестку дня вот эту информацию и как бы формируете правильное восприятие. То есть пропаганда. Пропаганда, конечно. Пропаганда и не какая-то там из телевизора просто, а это как бы чтобы внедрялось в жизнь. Ну, это через детей очень легко. То есть с нами сейчас уже ничего сделать невозможно, вот с нашим поколением? Вас можно убедить в том, чтобы вы своих детей не заставляли заниматься тем, чем они не хотят заниматься. И вам нужно дать определенные гарантии, что ваши дети, будучи специалистами в какой-то нестандартной области, не будут нищенствовать, нищебродствовать, будут нормальным достатком, в принципе, как и любой средний такой слой финансовый. Надо быть упорным, адаптивным и энтузиастом чуть-чуть. Спасибо большое, что согласились поговорить. Спасибо за беседу. Я надеюсь, какой-то толк из этого будет.